Официально объявляю экономическую амнистию. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров заявил 21 октября, что объявляет экономическую амнистию и дает коррупционерам 30 дней, чтобы вернули все награбленное государству. Даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы вы сами предоставили реальные сведения о имеющихся фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Напомним, что Садыр Жапаров начал свою политическую карьеру в 2005 году. В марте 2005 года он был избран депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва, был сторонником свергнутого в 2010 году президента Бакиева. В произошедших вскоре после свержения Бакиева межэтнических столкновениях в Оше и Джалалабаде Жапаров и его соратники принимали активное участие, по собственным утверждениям, пытались предотвратить столкновения, по утверждениям их противников, поддерживали киргизских националистов. На выборах в октябре 2010 года вновь избран депутатом Жогорку Кенеша по списку партии Атажурт. Осенью 2012 года, после попытки захвата Белого дома митингующими, был обвинен вместе с Камчыбеком Ташиевым по статье 295 УК КР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека признал их виновными и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал и освободил их в зале суда. В 2013 году, во время протестов против Кумтора в Караколе, областной центр Иссык-Куля, митингующие попытались захватить в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Правительство обвинило в организации этого Садыра Жапарова и Кубанычбека Кадырова. Но Садыр Жапаров, отрицающий свою причастность, выехал из страны. В 2017 году при попытке вернуться в Кыргызстан был задержан на киргизско-казахской границе. По делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Во время волны протестов, начавшихся 6 октября этого года и вызванных недовольством результатами парламентских выборов, наряду с бывшим президентом Атамбаевым и несколькими другими политиками был освобожден из СИЗО. Редакция Хабархо обратилась к кыргызскому журналисту Перизат Кыргызбаевой за комментарием о происходящем сегодня в Кыргызстане. Садыр Жапаров и его команда сейчас всячески пытаются оправдать ту надежду и доверие, которые ему оказали различные подконтрольные кланы и политические силы в Кыргызстане. А также он намерен сдать пост и пойти на президентские выборы в январе. В связи с этим наблюдается очень активная работа в борьбе с коррупцией в стране. Недавно он объявил амнистию коррупционерам и казнократам с целью пополнить обворованный бюджет страны. И на этом фоне были громкие аресты некоторых известных личностей. А что касается внешней политики, а именно в отношении России, то Садыр Жапаров обещал сохранить внешнюю политику. И недавно МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев подчеркнул, что стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда. И первый зарубежный визит ее президента и премьер-министра Кыргызской республики Садыра Жапарова планируется именно в Москву. Поэтому говорить, что ситуация в стране что-то изменила во внешней политике, то это не так. Все остается по-прежнему. 1850 жылдар болсо керек, ошондон бери карай биз Россия менен биргелешип биздин иштеп келатат да. Анан Россиядан биз бири-бирибиз менен отношениябыз, баягы мамилебиз мурдатан эле болуп келген, и мындан ары дагы уланат Россия.